За прошедший год многие из обитателей зоопарка Ортодайду произвели потомство. Помимо рысят, павлинов и уток в зоопарке появился первый теленок от привезенных сюда 2 года назад уникальных лесных бизонов – Илюши и Саргули. И в этом году у нас такое очень радостное событие, что у нас появился приплод. Вот маму с самочкой, вот молодой мы отделяли в карантинный блок. Долгое время не видел никто эту самочку. Вот, и сейчас, в общем, у них очень хорошее состояние. Вот мама кормит детеныша. Вот детеныш у нас без имени пока. Вот, и поэтому, может быть, кто желает, можете присылать свои варианты ответов на наш электронный ящик зоопарка. Да? Адрес электронного ящика можно увидеть на сайте зоопарка. После долгой разлуки в этом году объединились и белые медведи Колымана и Ломоносов. Работники зоопарка очень верят и надеются на пополнение в конце этого года. И спешим всех успокоить. Согласно договору, вне зависимости, кто родится, мальчик или девочка, медвежонок остается в Якутии. А временно посетители зоопарка могут любоваться парочкой белых медведей с другого вольера. У нас сейчас идет реконструкция бассейна в вольере белых медведей. Вот, бассейн мы делаем больше, чтобы им было комфортнее купаться в нем. Да? И пока идет ремонт, они содержатся в другом дополнительном отсеке. И мы сделали дорожку для посетителей, да, по которой можно пройти. Довольно-таки уютно, там в сосняке. Вот, и вольер совершенно другой, не такой, как основной, да, он из труб, поэтому мы видим белых медведей практически рядом и совершенно другие ощущения, да, получаем. На данный момент в зоопарке идет активная подготовка к зимнему сезону. Сотрудники зоопарка занимаются сбором грибов, ягод и веников для животных. При желании каждый может нести лепту по мере своих возможностей. Дары осени, начиная от ботвы корнеплодов, заканчивая различными ягодами и овощами, можно передать зоопарку через охрану. А до наступления холодов остается совсем немного, поэтому зоопарк приглашает жителей и гостей столицы успеть повидаться со своими любимцами.